Ну что, первый день весны. Пришла весна, потеплело. Морозы спали. И везде начинают заливать катки. Мы с вами на озере Талая. Находится возле бизнес-центра. На Кирова 17. Вот здесь такая вот веселуха. Дети катаются. Да и взрослые, наверное. Мне кажется, весной здесь очень круто. Вон какая интересная картина на здании нарисована. Я раньше не обращал внимания на нее. Ну еще один каток начали заливать вот на площади Ленина. Сейчас идут первые этапы. Тут уже все. А еще вот не схватившаяся водичка. Он заливает. Пойдем поближе посмотрим, как это происходит. Работа не прекращается ни днем, ни ночью. Чтобы народ мог получать удовольствие от зимы, покататься на коньках. Мужики трудятся, спасибо им за это большое. Никогда раньше не видел, как заливают каток. Вот заодно посмотрел в Якутске. А в Якутске все, весна. Сегодня 2 марта. Кончилась лютая зима. Начинается теперь комфортная, хорошая зима. Еще 2 месяца можно будет наслаждаться зимними развлечениями. Я думаю, что до конца апреля еще будут стоять морозы, снег. Ну, не знаю, может быть, до середины апреля. Я так и не понял. Но, по идее, лед на Лениве, говорят, там только в мае, там в середине мая кончится. Пойдет ледоход. Минус 30 сегодня, хорошо? Ну что, эту штуку не снимаю, не рискую. А так, солнышко, все, вернулись солнечные дни, хорошо. Пойдем гулять. На улице красота, солнышко светит. Вообще теперь кайфовая зима началась. Прям во всех смыслах. Так что смотря как смотреть на вещи, да, постоянно холодно. Ну, конечно, я тут еще не пожил много лет. Понятное дело, что люди, которые живут тут всегда, уже воют от этих морозов. Но я же говорю о своих первых впечатлениях. Морозы пережил нормально. Сейчас очень хорошо, вообще прикольно на улице. Солнце светит, блин. Снег блестит везде, даже в городе. Ну что, вот результат. Каток залит. Правда, пока еще никто на нем не ездит. Или уже закончили ездить, я не знаю. Ну, не видно, чтобы катались. Вот, так что немного в городе Якутске. Да, все меня просят рассказать о ценах в магазинах, на продукты, на квартиры, зарплатах. Ну, по магазину пройдусь, сейчас покажу. Завтра там посмотрим, не проблема. Но вот вопрос как бы зарплаты, меня все спрашивают. Я не знаю, это нужно, ну и что, буду ходить спрашивать, сколько у вас зарплата, сколько у вас зарплата. А говорить какие-то цифры, которые навскидку я там примерно представляю, это неправильно. Это будет не такая недостоверная, непроверенная информация, поэтому пока об этом не буду. То же самое касается, ну, цен на бензин. Я просто машины нет. Мне говорят, я не запоминаю. Надо будет этот вопрос тоже, ну ладно, уточнить. Сейчас обратили внимание на такую особенность, что бензин с каждым километром дешевле. В Нерюнгри сколько в итоге сейчас? 50 рублей, да, у нас 50 получилось? 50 рублей, 50 копеек. А в Якутске мы заправляли за 57. 6. И вот по дороге так вот по трассе все дешевле, да, было? Ну, понятно, Якутск через Лену. Там все дороже, да? Мы находимся в Нерюнгри, хотел немножко снять цены на бензин. Что еще? Коммуналка? Ну, коммуналку... У меня 4000 за однушку приходят коммунальные, примерно. Но вот у меня моих знакомых 3 с лишним. То есть, ну, так вот, это однушка. Подороже квартира, не знаю. Ну, конечно, за коммунальные подороже немножко приходится платить, за отопление, за все это. Вот, поэтому потихоньку буду узнавать. Я понимаю, что эта тема тоже бытовая очень интересует. Я как-то увлекся совсем всякими этими разнообразиями Якутии. Мне это сейчас пока просто интересней, чем просто быт, чем, ну, хотя вот, ну, стараюсь по чуть-чуть, но времени мало на это нахожу, чтобы такие бытовые вещи поснимать, порассказывать. Ну, постараюсь. В общем, потихоньку буду изучать, когда буду понимать, когда буду знать, что я разобрался во всем. Тогда я и расскажу. Вот. Просьба набраться чуточку терпения. Пока вот вечерний Якутск. Идем в школу альпинистов. Очередное занятие сегодня у нас практическое.
Еще мне нравится, что зимой здесь везде такие скульптуры ледяные, и вечером они светятся. Так-то еще в ледовый городок надо сходить. Все никак. Хочу снять его просто днем и вечером одновременно. Это нужно выбрать выходной. А выходные сейчас расписаны на месяц вперед. Уже зовут, приглашают в разные места. Я уже все, блин, на апрель. Нож надо делать. Это тоже 2 выходных надо выделить. Все никак сложно. Завтра едем в Нейрюнгри на ход. Это, считаю, вот сегодня у нас что, 6 марта. 7 вечером выезжаем и на все праздники тоже будем снимать. Такой вот на улице Амосова 18 стоит ледяной трон. Кресло. Наверное, можно посидеть. О, нормально. Главное не отморозить 5-ю точку. Так круто. Это здание мэрии, окружной администрации. Украшает в честь праздника 8 марта. Вот такой вот на улице Орджоникидзе памятник прогрессивному человечеству. Мы пилим сук, на котором сидим от нашего прогресса. Но что-то в этом есть. Я, в принципе, в чем-то склонен тоже так думать. Из-за этого прогресса мы совсем забыли про духовную составляющую развития человечества. Это очень плохо. Считаем, что мы уже все знаем, что превыше всего уже наши знания. Вот так вот от мороза приходится заматывать, прятать все технические сооружения, находящиеся на улице. Технические устройства. Сегодня у нас 7 марта. Весь город вот в таких вот автобусах продают цветы. Такая вот тоже фишечка якутская. Попробуй поснимать цены в магазине. Многие просили, если меня там, конечно, не выгонят сейчас. А то не очень любят продавцы и сотрудники магазинов, когда у них всякие шныри ходят, там с камеры снимают. Начнем с напитков. Соки вон. Добрый 200 рублей. 2 литра. Можно взять литрушечку. За 100. Боржоми есть. Я обычно минералку и Синтуки 4 покупаю. Но ее кто-то тоже очень любит, похоже. Не только я. Она, по-моему, по 60 с чем-то рублей. Это Синтуки, не помню. Воду часто беру. Вода 84 рубля. Потому что из-под крана пить не хочется. Так, вот тут всякие вкусняшки. Чокопай. 189 рублей, большая упаковка. Ну, я такое редко покупаю, не знаю, мне даже не сравнить. Вот кто покупает, посмотрите вот на ценники, сравните, насколько они дороже. Печенюшки, ну это такой, здесь среднестатистический магазин, я не сравнивал сильно цены. Реально не знаю насколько. Вот соленья. Так, вот я люблю вот эту штуку покупать, 120 рублей. На сладости сильно сейчас стал налегать иногда. Сгуха 60. Кетчуп 92 рубля, 300 грамм. Можно за 59 купить. 260 грамм. Паштеты, шпроты, в принципе, наверное, цены примерно те же. Самая дорогая тушенка 200 рублей. Дешево. Пол хлеба 24 рубля. Нормально. Я обычно белый покупаю. Тоже 24. Масло, крупы, все такое. Подсолнечное вон 97, 117. Я обычно золотую семечку покупал. Вот она, 117 рублей. Вон, крупы 80, ну, такие пакетированные каши, нормально. Не знаю, я раньше не особо покупал, если честно, все это. Ну так, не глядя. Не сравнивал, блин. Сложно вот сказать, насколько все отличается по ценам. Сами посудите. Вон, допустим, такие вот упаковки. 87, 89. Я считаю, что нормально. Ничего критичного тут нету. С молочкой посложнее. Я вот беру вот эту штуку. С козьего молока напиток. Он, правда, стоит 176 рублей. Ну, вот по выходным. Вместо пивка у меня. Отдыхаю. Как квас вкусом. Молочко по 80. Я еще не разобрался, какой из этого лучше, какой хуже. 70. Ну, блин. Вот эти вот люблю.
По 27 рублей, 22, 27. Алкоголь тут продают в отдельных магазинах, алкомаркетах. В таких магазинчиках не найти. Это можно купить чипсоны. Мороженки вон, совсем недорого. В пределах 40 рублей все маленькие. Покруче мороженки вон они уже в пределах 100. Ну вот такая вот у меня получилась продуктовая корзина. Всего по чуть-чуть. Молочки в основном. Посмотрим, сколько все это выйдет. Все вышло на 795 рублей. Вот такие мишки рядом с зданием. Белые медведи. Такие мощные. Я даже не представляю, с таким встретиться. А что, ледяной, что ли? С какого-то камня. Такую нападет, блин, это ж морда какая. А еще в Якутске весной я столкнулся с таким явлением, как вскипающий тротуар. Сейчас покажу. Ходил зимой, а тут раз. А что это за холмы? Вот такая вот. Начинается с новой коллекции от Элис. Попробуй себе легкие, романтические. Может, я их и не замечал, конечно, но не может быть, что я тут ходил и видел такие вот. Раз, два, три. Здесь такой холм. Я так понимаю, что это связано с вечной мерзлотой, что очень гуляющие грунты, поэтому дава на сваях. Что вот видите, что может произойти просто неожиданно. А это памятник бездомной собаки. Памятник-копилка. Сюда можно складывать деньги. Собирает средства на открытие приюта для бездомных животных. Фонд Белый Бим, по-моему. Вот открыли такой вот памятник. Это горнолыжный склон Техтюр. Минут 30-40 от Якутска. Сюда вот все приезжают кататься. Вон там спуски. Я, к сожалению, так и не попал. Сейчас проезжаем просто мимо. Я решил немножко снять. Проезжаем интересную штуку. Якутский календарь. Вот на горе такая, я даже не знаю, что это подробно. Мне просто скажут, что это якутский календарь. Такая клевая штука. На горе. То есть мне же нужно вставить и перезарядить, да? Конечно. Отлично. Ох ты, блин! Ни хрена себе отдача! Я такой чик-чик-чик. Так. Ну я ж в перчатках, да, буду? Жесть какая.